Впервые в Абхазии очаги заражения пальмовых насаждений были выявлены в Гагарском районе в 2016 году. Красным пальмовым долгоносиком уже уничтожена большая часть насаждений вокруг пансионата «Солнечный». Возле знаменитого ресторана «Гагрыбш» вредитель также уничтожил несколько вековых деревьев. Совсем недавно опасный жук добрался и до столицы. Несколько пальмовых деревьев, произрастающих по проспекту Леона, пришлось спилить, чтобы обезопасить соседние деревья. Созданная при правительстве специальная комиссия в столице начала обработку пальмовых деревьев пестицидами. Была создана правительственная комиссия по борьбе с инвазивными вредителями. В эту комиссию вошли карантинная служба, лесное управление, представители районных администраций, сельхозотделов и отдел защиты растений. К сожалению, для обработки пестицидов у нас недостаточно, но на сегодняшний день мы собрали из тех запасов, что имеется у различных ведомств, и при их помощи мы сегодня ведем обработку в городе Сухум. Часть этих пестицидов были переданы Гагру, потому что там тоже ситуация не из приятных. Для обработки вековых деревьев коммунальная служба столицы выделила спецтехнику, и специалисты имели возможность подняться прямо к самой верхушке пальмы, чтобы обработать ее верхнюю часть, где жуки-вредители откладывают яйца. Специальным приспособлением в верхушку пальмы вводят сильнейшие ядохимикаты – лакустин и карачар. Сегодня мы используем два компонента в составе рабочей жидкости. Это комплексный препарат, в котором содержится клоприд и дифлубензурон. Этот препарат проникает в ткани растения, он заносится на верхушку, на вершину роста пальмы, в ствол и пропитывается точка роста. Это приблизительно 50-60 сантиметров от верхней точки пальмы растения, что дает возможность уничтожить личинки, которые являются разрушителем растения в данное время. И лямда-цигалотрин – это препарат летального действия, который должен тоже одновременно уничтожать другим способом действия, уничтожать личинки пальмового долгоносика. После завершения работ по обработке пальмовых насаждений по проспекту Леона экологи приступят к лечению пальм по улице Айтгалора и в парке Свободы. Специалисты отмечают, что для полного уничтожения пальмового долгоносика разовой обработки деревьев недостаточно. Профилактические мероприятия необходимо проводить раз в 2-3 месяца. А в 2019 году в городах Пицунда, Гудаута и Новый Афон тоже будут начаты работы по уничтожению пальмового долгоносика. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.